Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня тема нашей телепрограммы посвящена земельным проблемам столицы Якутии. Меняется жизнь, меняются законы Российской Федерации и, конечно, меняется использование дачных участков в столице Якутии. 10 лет назад ветераны СОТа 70 лет Победы просили окружную администрацию изменить виды использования своих земельных участков, отдать их в зону поселения Тулагина-Кильдямского наслега. В прошлом году данный вопрос рассматривался на комиссии по архитектуре и градостроительству Якутской городской думы. Изменение административных границ, о том, чтобы наш СОТ внесли территориально в границы Тулагина. Но мы получили примерно такой ответ мы получили. Отказываемся в связи с тем, что нет средств. Вообще по регламенту как будет? Сейчас комиссия пройдет. Те комиссии, которые прошли, ориентировочно под это будет коммерческое предложение составляться. Будем в корректировке бюджета по генеральному плану заявляться. И той сумме, которая будет утверждена, будем объявляться на разработку внесения изменений в генеральный план. Ориентировочно само разработка примерно 6 месяцев. После этого от 6 месяцев полностью получение согласования 9 месяцев. Это ориентировочно как минимум 2 года внесения изменений в генеральный план. В идеальном случае, если все пройдет без всяких заминок, это примерно 1,5 года. Но дело в том, что там же в основном мы когда организовывали, там же в основном были ветераны войны, ветераны тыла, вдовы были, понимаете? Сейчас уже 80-летие Победы. Потом никто не будет просить. А их же совсем мало осталось. Ситуация понятная, и это пошагово, по идее же можно. Но я понимаю, обременение, финансовые затраты будут по содержанию, по созданию инфраструктуры, именно если мы присоединим село. Но ради ветеранов-то эти деньги найдем. Уважаемые депутаты, есть предложение, замечания, дополнения? Предложение поддержать. Необходимо предложение поддержать. Кто за? К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны в этом СОТе уже мало. Но есть надежда, что наследники или родственники ветеранов все-таки дождутся изменения земельных участков.